Добрый день, наши дорогие зрители, слушатели. Вот как-то, надеюсь, следующее видео, или это даже начать как у Ильфа Петрова. Там как он шахматный турнир начинал в Васюках, там написано было: Остап предпочитал вдохновение, что ли, там или в другом случае. Вот если вдохновение придет, считайте, не моя заслуга, а вдохновение просто пришло. Если неудачно, не понравилось, это, извините, претензии к отсутствию вдохновения. О чем я хотел сказать? Вот о том, что вот на родине моей, можно сказать, село Покровка, можно сказать, село Леневка. Леневка — это место, где наша мама детство провела. Отец был Ишан Хазрат. И вот я там к сестре, которая там жила, родная, к ней ездил в гости. Ездил к однокласснику ее, значит, мамы нашей. Он журналист, Закария Яхьевич, да, Ахмеров. Вот. Он там жил, он даже журналист, писатель детский, в журналах детских его печатали рассказы, стихи там и прочее в Казани в свое время. Вот он показывал мне газету, которая выходила в Берлине до 1949 года, гарнизонная газета на татарском языке для татар, которые в это время в Берлине оставались. И вот я, гуляя по улице, заметил название улицы Кызыл-Юлдузная. Меня тут два факта потрясло. Первый факт, что татарское название Кызыл-Юлдузная, как там мне говорил его сын, директором школы был, к сожалению, нет его сейчас. Вот он говорил, 60% тогда татар жило, 40% русских в этом селе Леневка. Ну и со времен гражданской войны, видно, название осталось, так и все. И второе, что потрясло, сам факт, что улица имеет название. Наше село Покровка почти, да не то что почти, да, 100 лет существования. Там сейчас в 30-м году, даст Бог, будет 150 лет. И за 100 лет существования названий улиц не было у нашего села Покровка. Не было просто, и все. Я помню, почту разносил, и писали имена людей просто, и все. Помнится, мой дядю нашему надо было Ибрагим Джаляльдинович писать, допустим, не родной дядя был Шамсудинов, герой войны Отечественной. Или, допустим, потом там Мансур писали. Ну, нам замечания сделали они, и родители сказали, чтобы мы писали их Ибрай Абы, Мансур Абы. И мы стали писать уже в газете прям. А да, не было у нас улиц, названий. Вот. И потом где-то в 90-х, что ли, годах только лишь появились названия. И годы спустя я узнаю, сокурсница, говорю, одноклассница, бывшая, мне говорит, это она придумала название кассы. Я еще удивлялся, кто это мог придумать. Ну, обычно ведь советуется жителям села, там, конкурс какой-то, да, каждый свое мнение высказывает. И этот. А у нас этот председатель сельского совета, Царство Небесное, он ничего плохого не могу сказать. Он человек очень работоспособный, порядочный, очень был дипломат и вежливый. Человек во всех отношениях, он деликатный, он мягко себя держал, грубости не допускал, сдержанный, положительный очень человек. Я даже скажу, что это достойный человек, он руководитель сельским советом. А вот дочери, он как-то, видимо, спустили сверху, что ли, указания, или он заметил. И вот дочери говорит, видимо, типа, название придумай. Она взяла и что, могла бы, конечно, взять и конкурс объявить где-то там. И, может быть, мы участвовали. Я, например, вот считаю, что, положим, улицы у нас вот где казах там, Токай-Устюлюк был через реку. Улица, которая выходит или вдоль Яра идет, там у нас как-то набережная, что ли, называется. Могли бы назвать набережная Токай-Устюлюка. Вы знаете, что это история нашего села? Что не на пустое место мы пришли.
Вот. Хотя сейчас даже, допустим, где-то Кочеев было, туда бы хотя бы знак какой-то, памятник поставить. Память не то, что мы в 1880 году до этого цивилизации не было. Но сарты были 5000 лет назад приходили. А казахские аулы были. На местах этих казахских аулов, вот такой-то аул, значит, под таким названием казахский здесь находился. Какие-то памятные знаки хотя бы. Вот. Ну, далее что хочу сказать. Вот, например, там у нас улица Чапаева, там на Татарском краю села. Потом, значит, идет главная улица Татарского края, историческая. Там ее Озерной назвали. Здорово звучит. На озеро выходит, все хорошо. Кажется, Озерные или Заречные. Боюсь перепутать. А вот на этой самой улице жил герой гражданской войны Султанов. Он из нашего села. Там, когда, значит, пересекается Чапаева и, значит, вот эта улица, и на углу прямо, там, с одной стороны, по улице Чапаева, допустим, у нас там мулла жил, Гайнеддин Бабай, а по этой улице, другой как раз, там на углу с ним примыкал к нему дом, вот как раз нашего земляка, вот я боюсь, Фатыха были, как я вот ездил, и в отличие от братьев, которые просто от родителей там баночку сметаны или кусок мяса им завозили. Я, например, как-то заходил и чувствовал атмосферу такую гостеприимную, и там оставался ночевать, иногда по 2-3 дня жил. Он мне рассказывал, я же приводил пример, что он говорит про моего отца, дедушки по матери, Ишан был, который сказал, если бы твой дедушка нас хлебом соли не встретил, мы бы его расстреляли. Ну, так откровенно все высказался. И вот в то время, помнится, участникам гражданской войны был почет. И вот, а в 90-е годы в начале, еще тогда еще могли бы назвать его именем, допустим, эту улицу, потому что жил все-таки герой гражданской войны, Султанов на этой улице. Представляете, улица Султанова. Круто звучит, да? Вот и национальный, и, скажем, какой героический, что ли, компонент, или какой там сказать. Все было бы там. И национальный, допустим, Токай Устюлюка. Ну, там центральную улицу назвали, с нами рядом жил. Мы с ним, помнится, бегали, этот афганец, Ахмед Галиев, мы с ним как раз в Царство Небесное ездили. Я бегом занимался, он гири толкал, и однажды начал со мной бегать в сторону Романской плотины, бегом занимался, а потом он гири тяжелый толкал. То ли по 8, то ли по 16 килограмм, не помню, к сожалению. И спору нет, некоторые улицы можно назвать, да, удачно назвали, там историческая, да, потому что площадь там базарная была до революции, там еще что-то. А все-таки названий там многом говорят. Вот. Как-то я думаю, что эта история нашего села показывала все-таки, ну, нигде нету ни знака, ничего при въезде даже, что в 1880 году основано и прочее. Ну, совершенно. Поэтому, может быть, и сейчас там все это село хереет, народ уезжает, все меньше людей остается, может быть, и с этим связано, потому что и сейчас, вот, например, кто уехал, они в Одноклассниках, там где-то, может, ВКонтакте группы есть, и земляки там общаются, фотографии выставляют, но я чувствую, что это уже, знаете, остаточное явление памяти, потому что уже вот их дети, их внуки представления не имеют, потому что если эти дети, внуки, они могли бы с этими детьми, внуками, допустим, приехать раз в год на Сабантуй, там, день-два проводили бы, да. Вот я был в Гагаузе всегда, они съезжаются, даже из-за границы приезжают и друг друга повидали, пообщались, и историю села узнали, все. А у нас нет такого. У нас там проводят, значит, зимой там юбилей школы. У нас школа, значит, до революции еще существовала. Потом еще нет. Смотрю, пишут 78-го года якобы и отмечают юбилей школы. На Новый год кто приедет? Сейчас там везде надо пропуск, потому что погранзона. Это значительно осложняет наши поездки туда, в родное село. И там негде, пожалуй, некоторым жить, потому что родственники или уехали, или покинули этот мир. А если бы подойти к этому, как чисто по-капиталистически, да, столовая есть, а на лето открыли бы гостиницу какую-нибудь платную, туда приезжали бы земляки, пожить неделю, порыбачить там, на охоту походить, порыбачить, пообщаться с земляками, в каком-то празднике участвовать, пообщались бы и уезжали бы с запасом знаний, воспоминаний. И их дети бы много узнали о родном селе, и их бы тянуло в эти места, и таким образом наше село бы, оно бы не исчезало бы с карты. Сейчас на видничную прямую выходит, село со временем может действительно исчезнуть. Это, конечно, прискорбный факт, прогноз. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.